Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева. Я представитель движения за независимость Саха. И сегодня я бы хотела поговорить о Саше Александровой и о ее деле. Недавний арест независимой журналистки Саши Александровой в Якутске сотрудниками ФСБ стал еще одним тревожным сигналом для тех, для кого свобода не пустой звук, и для тех, кто думает о будущем Республики Саха. Мы знаем, что Саша Александрова, известная своими антивоенными высказываниями, известная своей критикой властей, в 2022 году покинула Россию, но в 2024 году вернулась. И мы не понимаем, по каким причинам она вернулась в Республику Саха. И мы до сих пор не знаем, при каких обстоятельствах она была задержана. Вот. Где-то в социальных сетях видели информацию о том, что ее задержали при прилете в Российскую Федерацию, то есть в аэропорту. Пропагандистские СМИ поспешили связать дело Саши с неким, как они пишут, высокопоставленным чиновником Даниловым, бывшим, да, ныне предпринимателем. Они заявили, что он поддерживал ее во время ее жизни и работы за границей. Дескать, материально деньги ей отправлял. Вот. Но вообще непонятно, зачем они связали, кого-то связали с деятельностью Саши. Я хочу сказать о том, что даже если кто-то оказывал материальную поддержку Саши Александровой, пока она находилась за рубежом, то это не является нарушением российских законов. Почему я так думаю? Да? Потому что, во-первых, Саша не была признана иностранным агентом, и Саша не была внесена ни в один список Росфинмониторинга. Она не была признана ни экстремисткой, ни террористкой. Она не принимала участие, и это не зафиксировано ни в одной организации, которая являлась бы нежелательной на территории Российской Федерации. Этого нет. Поэтому я считаю, что помощь ей могли оказывать все те, кто захотел. Вот, почему они это связывают, якутские власти, да, с Даниловым, там, с Петровым, с Ивановым, с Сидоровым, да? Это, кстати, очень интересный вопрос. Для чего они это делают? Что мне лично известно про Данилова? Я сегодня хочу вам рассказать очень интересную ситуацию, которая случилась со мной буквально после ареста, значит, Саши Александровой. На меня вышла Саха, девушка, женщина, которая живет в Китае. Зовут ее Мира. И стала со мной переписываться. Почему она меня удивила? Потому что первый вопрос, который она мне задала, это, значит, был вопрос про осохой матерей, женские осохи, которые мы организовывали в 2022 году после начала объявления частичной мобилизации. Вот. Э, Больше 2,5 лет прошло. Женщина мне пишет: я слышала краем уха, что вы проводили женские осухи в Якутске, да? И не могли бы вы мне подробнее об этом рассказать? Я эту женщину не слышала никогда, не общалась с ней никогда лично. И тут вдруг она мне после ареста Саши Александровой пишет и задает такой интересный вопрос. Через 2,5 года. Я там у нее конкретно спрашиваю: почему, интересно, вас заинтересовал тот осок, который мы проводили 2,5 года назад? И почему вы ко мне лично обращаетесь по этому поводу? Загуглите. У вас в Гугле есть много информации. Что вас конкретно интересует? И там был очень интересный вопрос. Дальше, да, в нашей переписке, посмотрите, пожалуйста, она спрашивает меня по поводу, это, кстати, был такой вопрос, постановка вопроса была очень такая, да, я вам сейчас почитаю, да. Женский осохой был одобрен Александром Джуровичем Даниловым. Я почувствовала себя так, как будто я сижу на допросе у следователя. А был ли одобрен Осокой? Были ли одобрены кем-то ваши противоправные действия? Ну, конечно же, да, видите, что здесь фамилия Данилов, Александр Джурович. Насколько я понимаю, это а, бывший директор кинотеатра «Центральный». Он был депутатом одного из созывов, да. И сейчас он, я потом полезла, поискала информацию, сейчас он занимается стрельбищами. Они готовят снайперов для войны. Ну, то есть связь понятна, да? Кто
стоит вот за этими вопросами. Вообще, кто мне задает такие вопросы? Просто вы знаете, я всегда была не очень высокого мнения об интеллектуальных способностях, да, российских спецслужбистов, но ведь не до такой степени. Не до такой степени, но не так же топорно вообще палиться, да. И теперь это мира, я призываю всех якутян, которые находятся за рубежом, и особенно в Китае, я призываю их быть аккуратнее. Вот с этой вот девушкой по имени Мира Максимова, или у нее еще есть фамилия Мира Ушканова. Вот, она ВКонтакте ведет свою деятельность, и она еще ведет свою деятельность на китайской какой-то платформе. И, по-моему, она сотрудничает с русско-китайской диаспорой очень плотно. Очень аккуратно, пожалуйста, будьте внимательны. Вот. Ну, то есть не побоялись мне написать, хотя они прекрасно понимали, что даже если кто-то и был связан с этим Асохой да, в Якутске, да, а, то я бы никакой информации бы никому не дала. Зачем они мне пишут? Вообще, они вообще понимают, что они делают? Или они как думали, что я вот прямо сейчас сяду и расскажу, кто нам дал одобрение на этот Асохой, да? Правда же, да? И почему вообще нам нужно было одобрение на проведение митинга против войны? Почему нам нужно было какое-то одобрение? Может, они думают, что мы должны были у Айсена Николаева спросить одобрение? В общем, их, в общем, то, что они недалекие, да, меня это в очередной раз порадовало. Я уже говорила о том, что Сашу вместе со мной полоскали в этих пропагандистских СМИ, в этих пропагандистских роликах. Нас связывали, значит, писали в статье а, «Выкормыши Левина», «Недобитые дети Нагайные», еще раз, да, «Предатели», да, этот ролик ужасный, да. Вот, где и запихали, значит, в один ряд поставили и меня, и, и Сашу, и там Алену Алексееву, и в конце оказалось, что во всем виноваты были Обедин и почему-то Федоров Владимир. Ну, в общем, такая нормальная тактика, да, свалить все в одну кучу. Вот. Кстати, да, по поводу Левина я бы хотела сказать тоже интересные вещи. Почему они так яростно нападают на человека, который уже, к сожалению, покинул нас, покинул этот мир. Хотя, с одной стороны, можно понять, почему это происходит. Леонид Ильич Левин и вся его семья. Я хочу сказать, что это вот наши якутские издатели, очень известные. Они, это люди либеральных взглядов. Это те люди, которые издавали независимые СМИ, и те люди, которые давали площадку для свободного выражения своих мыслей. Почему в контексте свободы слова, то есть понятно, да, почему в контексте свободы слова звучат такие явно ненавистнические, антисемитские нотки, да? Откуда в Якутии, у меня вот вопрос, да, откуда в республике Саха, где традиционно не существовало никаких массовых антисемитских настроений, вдруг появилась вообще эта антисемитская риторика? Это мне напоминает русские пропагандистские нарративы, которые направлены на поиски врагов. Когда Саха стали вдруг, в какой момент Саха вдруг стали антисемитами, да? Кто внушил людям, что евреи хуже, чем, например, те же самые Саха, мы, да, или вены, или русские, или, я не знаю, белорусы, или китайцы? Кто внушил это людям? История показывает, да, что больше всего якутский народ был угнетаем как раз-таки русскими, а не евреями. Никто из пропагандистских СМИ не напишет, что русские угнетали Саха. Однако они с удовольствием напишут, что евреи это вот какие-то нехорошие люди. И свяжут это вот с экстремизмом, терроризмом и еще и иноагентством. То есть назовут их конкретно врагами народа, евреев. Непонятно почему. Вот. Вообще антисемитская риторика, она давняя у нас, да, достаточно вспомнить только якутскую газету, которая издавалась и курировалась бывшим президентом Республики Саха Егором Борисовым. И работали в ней как раз-таки и Саха. Вы это братья Николаевы? Точно, да? Я вам скажу. Вот.
Почему так происходит? Вопрос у меня. Чем Левин, который развивал якутские СМИ, создавал независимые СМИ, вспомним сахаязычную газету «Независимую» Арто Дайду, давал платформу для свободных мнений, оказался опаснее российских чиновников, которые контролируют и подавляют свободу слова. Особенно абсурдно выглядят попытки демонизировать Левина на фоне действий якутских чиновников, этнических сака, которые оказались практически поголовно замешаны в коррупции, в хищениях и в предательстве собственного народа. Это якутские чиновники, а не евреи-предприниматели, грабят значит, нашу республику, отдают природные ресурсы федеральные, да, в руки федералов, а теперь еще и участвуют в геноциде, отправляя якутских мужчин на бессмысленную войну в Украину. Левин ни в одном из этих преступлений против якутского народа замешан не был. Так почему же они внушают народу ненависть к Левину, а не к тем, кто действительно решает судьбы людей? Почему? На мой взгляд, это еще одно доказательство того, что антисемитизм в Якутии возник не сам по себе. Это часть политики «разделяй и властвуй». Да, кто-то сейчас напишет, что Левина обвиняли, значит, в получении американских грантов. Но люди, которые не знают, они могут совершенно спокойно посмотреть. И сам Леонид Ирмович, и газета «Якутский черни» много раз опровергала эти обвинения. Леонид Ирмович, к большому сожалению, умер после серьезной болезни. Но даже после его смерти его имя используется для дискредитации независимой журналистики, для дискредитации независимых журналистов. Это еще раз доказывает, что репрессивная машина не просто уничтожает людей, она стирает память, она стирает наследие, и репрессивная машина, она пытается заменить правду ложью. Это точно говорит о нынешней ситуации, когда под этот каток попал независимый журналист из Республики Саха, Саша Александрова. Самое страшное в этой ситуации – это то, что никто не встал на защиту журналиста. Ни один коллега, ни один общественный деятель, ни один депутат. Люди, которые работают в СМИ, возможно, их можно понять, это обычные люди. Журналисты – это обычные люди. У всех есть семьи. И, возможно, они переживают боятся за свое будущее и за безопасность, свою безопасность, безопасность своих семей. Ну а где все остальные? Где те, кто вот громко заявляет о своей оппозиции к действующим властям? Где те, кто критикует власть сейчас? Почему все засунули головы в песок? Как можно молчать, когда человека, который говорит правду, бросают в застенки? Раньше в республике были люди, которые не боялись открыто говорить правду. Сейчас таких людей нет. То есть мы пришли к тому моменту, когда страх оказался сильнее принципов. У меня вот вопрос, разве можно так жить? Как можно смотреть в глаза, например, своему ребенку, приходя домой, да, зная, что ты ничего не сделал для спасения другого человека? Зная, что ты промолчал, в тот момент, когда тебе нужно было говорить. И нужно говорить очень громко. Но вопрос, конечно, риторический. Я понимаю, что я не нахожусь в республике, да, и сейчас мне понапишут, тоже прибегут боты, и скажут, что ну приезжай, давай тут говори, что ты за всех говоришь, что им нужно делать. Но у нас, я хочу сказать, что перед глазами есть примеры сопротивления тех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. Есть люди, которые не побоялись высказаться. Это правозащитница Надежда Низовкина из Бурятии. Это правозащитница Наталья Филонова, тоже из Бурятии. И она отсидела свой срок. Вот недавно ее отпустили на свободу. Она не побоялась сказать, я более того хочу сказать, что Филонова отказалась от помилования Путиным. Она тем самым показала свою непримиримость к режиму. Не побоялась. Давайте вспомним смелых людей из Башкортостана, Фаиля Алсынов, Рамиля Саитова. Это те люди, которые не побоялись сказать правду. Да, они получили свои сроки, но совесть их чиста, понимаете?
Они не побоялись, они перебороли в себе этот страх наказания. Кроме того, давайте не забывать о диссиденте Александре Скобове. Он получил вот на днях 16 лет лишения свободы за то, что он говорил правду. На минуточку человеку 66 лет. Тем, кто не слышал его последнее слово, то предлагаю ознакомиться. Если путинские аннексии будут узаконены, это обернется катастрофой для цивилизации. Европа, тебя предали. Проснись и иди сражайся за свой мир. Смерть российско-фашистским захватчикам. Смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу. Слава Украине, героям слава. Этими словами я обычно заканчиваю свои выступления. Но сегодня меня будут дальше спрашивать, признаю ли я себя виновным. Так вот, здесь обвиняю я. Обвиняю смердящую трупами правящую путинскую клику в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, в военных преступлениях в Украине, в политическом терроре в России, в растлении моего народа. И это я спрашиваю присутствующих здесь прислужников путинского режима, являющихся мелкими колесиками и винтиками его репрессивной машины. Вы признаете себя виновными в соучастии в путинских преступлениях? Вы раскаиваетесь в своем соучастии? Вот теперь у меня все. Так почему в Якутске все иначе? Почему у нас царит гнетущее молчание? У нас было несколько человек, да? Александр Габышев, все мы его знаем. Айхал Амосов, все мы его тоже знаем. Саша Александрова не боялась говорить. Ну и вот несколько человек, которые покинули пределы Российской Федерации и находятся в относительной безопасности. Они тоже молодцы говорят. Ну, а все остальные-то? Вот та оппозиция, которая называет себя оппозицией. Афанасий Максимов, Владимир Поскочин любит называть себя оппозиционерами. Где же они? Вопрос, конечно, риторический. Понятно, что на самом деле их волнует только одно – это деньги и власть. Они охотно используют громкие слова, но когда дело доходит до реальной борьбы, их не видно. Эти люди никогда не рискнут вступиться за Сашу Александрову, так как они не вступились ни за Айхала Амосова, так как они не вступились ни за Александра Габышева, так как они не вступились за Султану Миран в тот момент, когда ей очень требовалась помощь, в тот момент, когда были нападки, в тот момент, когда ей очень требовалась помощь, и в тот момент, когда российские власти выдавливали ее из страны. Никто за нее не вступился. Все мы знаем ее трагическую историю. Ни Афанасия Максимова рядом не было, ни Владимира Поскочина рядом не было. Вся их оппозиционная риторика – это всего лишь способ добиться личных привилегий, а не настоящая борьба с властью. Наверное, я буду сейчас заканчивать, да. Я бы хотела сказать слова поддержки тем, кто находится внутри республики, как я всегда это делаю, и тем, кто не согласен ни с войной, ни с действиями якутских властей и с действиями, соответственно, российских властей. В трудные времена, а сейчас очень трудные времена, каждому из нас нужны внутренние точки опоры. Такой внутренней точкой опоры может быть спокойствие. Но важно помнить, что спокойствие – это не бездействие. Спокойствие – это умение не поддаваться панике. Спокойствие – это умение сохранять ясность ума и действовать там, где вы можете действовать. Каждый день важно совершать поступки, даже самые маленькие, но те, которые будут очень ценными для вас и для нас в будущем. Поддерживать своих близких, проявлять заботу, говорить слова поддержки им. Объединяться с теми людьми, которые разделяют ваши ценности. Очень аккуратно, но таких людей найти можно. Помогать тем людям, которые рядом с вами, но кому сейчас особенно тяжело. Обязательно беречь свое здоровье, обязательно сберегать свою силу духа, не поддаваться панике,
и обязательно фильтровать информацию. Очень важно передавать свою уверенность и спокойствие другим людям. И самое главное, каждый день без устали напоминать себе, что времена меняются, а достоинство – это то, что невозможно уничтожить. Сегодня очень важно помнить, что страх, он проходит. Тоталитарные времена, они все равно заканчиваются. Давайте мы вспомним 90-е, сколько в нас было а, ощущения свободы, сколько у нас было надежд на будущее, сколько у нас было гордости за то, что мы, наконец, стали независимым государством. Сегодня очень важно помнить, что трудные времена заканчиваются всегда. История нам показала, что никакая репрессивная система не является вечной. Независимость начинается внутри каждого из нас, с нашей готовностью оставаться людьми, с нашей готовностью помогать друг другу, с нашей готовностью беречь нашу внутреннюю свободу, несмотря ни на что. Маленькие действия сегодня – это шаги к нашему совместному большому будущему, в котором свобода и независимость снова будут звучать не как мечта, а как реальность. Спасибо вам большое. Берегите себя, своих близких. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Вместе мы с вами будем следить за развитием событий с Сашей. Вот. И сегодняшнее это видео я бы хотела закончить просьбой о поддержке донатами нашего канала, нашего движения и нашей работы. Спасибо вам большое.